Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какого мужчину ведут к вам ангелы? Что это за человек и зачем ангелы его к вам ведут? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, действительно, ангелы. Тут ангелы и сами показались. Ах, мои хорошие, какая у вас тяжелая личная жизнь. Все время вам не те люди попадаются. Такая женщина и умница, и красавица, и самостоятельная, и характер у вас прям идеальный. А мужчины сплошь одни какие-то вороны облезлые, хвастливые, кичливые, громкие, а толку ноль. Толку ноль от этих мужчин. И я вижу, что вот не раз вы пытались построить отношения, где-то вы даже готовы были смириться, примириться, а где-то даже пытались себя немножко в угоду мужчины менять, подстраивать. И все равно все заканчивалось очень и очень плачевно. Знаете, как натерпелись вы от мужчин. Мужчины как вороны у вас были, громкие, наглые, и ничего вам не давали, только от вас брали. Вот кто-то из мужчин от вас брал вашу энергию, прям вампиром был. Кто-то из мужчин на ваше жил, да, вы закрывали его проблемы. Кто-то из мужчин пытался даже самоутвердиться за ваш счет, а вы терпели и думали, ну, ладно, там смолчу, да, будь что будет. Да, эти мужчины, они были, но с другой стороны, я вижу, что вы благодаря этим мужчинам-воронам научились себя уважать, научились себя ценить. Теперь никому не позволите над собой надругаться. Ни морально, ни физически, никак. Вы очень сильной стали, очень сильной. На вас мужчины теперь смотрят как на гордую такую амазонку, да? Страшно к вам подходить. Всех ворон распугали. Мечтаете вы о мужчине, вот голубь, да, были вороны, теперь голубя хотите, но вам голубь не подходит, категорически не подходит. Вам знаете, кого ведут? Это прям сокол какой-то, ясный сокол. Мужчина, скорее всего, ну сокол это военное что-то, да, военное дело, может быть в прошлом кадровый военный, может быть служил, может быть до сих пор службу несет, может быть как-то связан с правоохранительными органами, там, с этим, господи, с законом. Человек, который выправку имеет, и человек, который физически развит и силен. Вот такого к вам ведут. Интересненько. Нет, голубя вам совсем нет. Противопоказано. Что вы с этим голубем будете делать? Он же скучный. С ним совсем не интересно. Да, вот о голубе мечтаете. Были вот вороны. Видите, какие вороны страшные были. Мечтаете теперь о голубе. Но голубь это не ваша история. Вы с ним заскучаете, вы его сами за дверь отправите, скажете: птичка, лети подальше, да? Ты такой скучный, ты такой никакой вообще, не хочу. Сокола к вам ведут, сокол. Может быть, у мужчины фамилия будет связана именно с этими птицами, не знаю, Соколов какой-нибудь. Может быть, имя имеет такое значение, ну вот иностранное, допустим, имя. Хороший мужчина, сильный, в рассвете сил, как говорится. Мужчина уверен в себе, мужчина знает, чего он хочет. Только единственное, что мужчина тоже как-то вот личную жизнь на стоп поставил. Возможно, он как раз-таки сейчас занимается своей карьерой, а возможно, мужчина вышел из каких-то отношений, которые тоже ему радости не принесли. Вот он думает о карьере, он думает о каких-то там достижениях, допустим, там, спортом займусь,
там, к Олимпиаде подготовлю. Замуж спортсмен мужчина. Но о личной жизни он не думает. Вот. Пока вы голубей присматриваете себе, к вам, он, видите, сокол летит. Тут ангелы вам встречу так запланировали, что вы как будто бы в каком-то замкнутом пространстве, и вам как будто бы друг от друга не деться. Может быть, даже лифт, не знаю, какое-то помещение, лифт. Вот почему мне лифт идет? Может, в лифте встретитесь с этим мужчиной. Замкнутое пространство мне идет. Небольшое замкнутое. Мужчина, который от вас электрический разряд получит, а вы от него получите. Вот знаете, прошибет прям искры из глаз у мужчины. У вас помягче, конечно, будет реакция, а у него прям очень сильно. Знаете, резко побледнеет, резко покраснеет. Не знаю, икнет. Главное, чтобы не пукнул, да, иначе все испортит, если пукнет. Реакция, вы ее прям увидите. На лице у него увидите эту реакцию. Заденете, вы его заденете своей энергетикой. Вот знаете, мне кажется, что этот мужчина таких женщин, подобных вам женщин, никогда еще не знал. И тут для него прям разрыв шаблона. Он такой, что? У меня на женщину такая реакция пошла. Да кто она такая? Да, вот что за женщина такая странная? Что за силой обладает? Вы его так сильно заинтересуете, прям как прилипнет к вам. А у вас наоборот, знаете, вот что отметите, что он очень красивый. Вот действительно красивый. Лицо красивое, чистое, гладкое. Прям идеальные черты лица. Фигура очень красивая, такой статный мужчина. Даже если мужчина не высокий, но он настолько пропорционально сложен и в такой хорошей форме находится, что просто вот как модель, да, мужчина как модель. Плечи широкие, таз узкий, ну прям ножки точеные, попка круглая. Ну, девочки, ладно, то я сейчас размечтаюсь тут. Хорошенький такой, знаете, вот прям скажете, какой красивый, да, неужели такие красивые мужчины бывают? Прям как актер какой-то, да, ну, либо модель. Вот. А его, значит, заинтересует ваша энергетика. Почему у него такая сильная реакция на вас пошла? Откуда это электричество взялось? Как-то друг на друга так посмотрите и разойдетесь. Но после этой встречи этот мужчина будет вас искать. Ну, в прямом смысле слова искать. Тем более я вижу, что у него то ли связи, то ли, опять же, по работе как-то есть возможность любого человека найти. Любого, да. Может, действительно в полиции работает. Либо, там, не знаю, в армии. Где-нибудь вот работает, где есть такие возможности. Может, у него друзья есть, да, которые обладают этими возможностями. И знаете, он вас найдет. Он вас найдет. И ему так захочется разгадать вашу тайну, что это за сила, и почему его так рядом с вами током бьет. Прям очень заинтересуете. Даже несмотря на то, что он не ищет личного счастья, не ищет отношений, но вот вы его очень заинтересуете. Я вижу, что вы начнете с ним общаться, какие-то встречи у вас идут. Тут и личные встречи могут быть, и встречи там, на просторах интернета, допустим, да, в мессенджерах. Может, по телефону даже будете созваниваться. И вот вы друг друга будете узнавать. И вы знаете, я вижу, что ангелы видят вас прекрасной парой. Идеальной парой вас видят ангелы. Вы как-то друг другу очень по характеру подходите. Прям очень. Этот мужчина, он не робкого десятка. И он не привык быть слабым. Он не хочет быть слабым. Вот все, что у него есть, всего добился сам. Тяжелым трудом добился. И вы такая же. Вы, к сожалению, не родились с золотой ложкой во рту. На блюдечке с голубой каемочкой вам не подносили. Все, что у вас есть, вы себя сами создали, да? Сами себе заработали, сами достигли тяжелым трудом, усилиями, да? Надрывом. Все это вот прям как люди, которые сделали себя сами. И вы друг друга очень хорошо будете понимать. У вас даже какие-то похожие, ну, может, не одинаковые, но похожие моменты будут, да, из прошлого. Там, учиться было тяжело, там, работать было тяжело.
были люди-завистники, да, которые палки в колеса ставили. Очень много схожих моментов. И еще есть что-то, что вас прям, ну вот судьбоносно соединит. Вот вы скажете: о, точно, это судьба. Может быть, вы в одних и тех же местах были. Может быть, вы даже из одного и того же города. Может быть, даже учились там в одном и том же как учебном заведении, там школа, допустим. Но почему-то друг друга не видели. Что-то у вас есть общее. Может, вы всю жизнь в одном и том же городе прожили, а городок небольшой, но вы все равно друг друга не видели, вы не встречались. И еще будет очень удивительно то, что вы свободны, и он свободен. Да? Вот как так могло случиться, что вы оба свободны, и вот вы встретились. Мужчина вас очень часто будет расспрашивать о ваших способностях, о том, кто вы такая, да почему вы его током бьете. Почему от вас искры летят, а вы искренне будете удивляться и думать: да какие искры, Господи, да я обычная, о чем ты вообще? Да, между вами прям электрическое поле идет. Поле, которое, наоборот, вот как примагничивает людей к друг другу. За короткое время вы прям чуть ли не как неразлучны станете. Вы друг другу очень много даете. Эмоций хороших даете, поддержки даете. Очень легко вам будет общаться с этим мужчиной. Очень. Знаете, вот что я вижу проблемной точкой? Его семью. Семья либо бывшая, либо родительская семья. Вот там могут быть проблемы. Бывшая может его тиранить, когда она узнает, что он познакомился с вами, у нее прям там подгорать будет устраивать проблемы. И родители то же самое, очень ревнивые, собственники. А может быть, сыночку корзиночку берегут, да, например, зная о его предыдущем дурном опыте, могут как-то не очень хорошо вас принять. Но с другой стороны, вы такой человек понятливый, добрый. И я думаю, что для вас это не будет прям серьезной проблемой. Тем более мужчина, он все-таки, знаете, как-то будет вас пытаться оградить от этого всего. С вашей стороны, возможно, у вас есть дети. Дети тоже могут очень сильно ревновать. И к другим мужчинам они не ревновали, а к этому прям очень могут ревновать. То есть почему-то между вами ревность становится. Но это не ревность вас друг к другу, а ревность кто-то с вашей стороны, либо с его стороны ревнует очень сильно, создает проблемы. Вот здесь может быть минус. И еще минус в его работе я вижу. Потому что работа какая-то, знаете, вот может пропадать. Там какие-то командировки, какие-то задания, да. Вот он занят целый день, там ему нельзя по телефону общаться, да, нельзя на смс-ки отвечать. Да, вот такие еще моменты будут вас немножко тяготить, напрягать. И еще у кого-то из девчонок может отыграться, когда вы с ним в отношения войдете, ваши бывшие вот прям как один организуются и начнут вас донимать. Вот бывшие из ниоткуда будут появляться и лично, и в интернете, и всячески вас там уговаривать, соблазнять, что я вот все понял, давай все поменяем, давай начнем сначала. И вы такая: Господи, зачем ты обо мне вспомнил, да, пропади, чур меня, чур, да, очень бывшие активность проявят. И это тоже будет удивительно. Удивительно, и здесь как проявление темной силы, скорее всего. Темные силы будут мешать. Это ваш мужчину к вам ангелы ведут, да, а темные силы будут мешать. Еще у вас какая-то мысль в голове будет, что он слишком красивый, да, он слишком хорош. Слишком красивый, значит, на него девчонки западают, и если я буду с ним, то я буду сильно ревновать, и, скорее всего, он там несерьезно ко мне относится, несмотря на всю эту химию, искры, электрические токи. Вот какие-то мысли, что слишком красивый. Это тоже может вам мешать, как наваждение. Слишком красивый, он будет гулять, он будет изменять. Да, вы еще не вместе, вы еще там не создали отношения, но вы уже думаете об этом. Тоже какая-то ересь, с которой нужно будет бороться. Но вижу, что вам тяжело будет с этим бороться. И ваши отношения, видите, улитка с вашей стороны, будут тормозиться из-за вас. Не из-за него, а именно из-за вас. Смотрите, вы хотите отношений,
а мужчина наоборот не хочет. Но когда вы встретитесь, мужчина будет хотеть, а вы наоборот будете тормозить. Ну, потому что и бывшие вылазят, и дети ревнуют, и у вас вот эта мысль навязчивая, что он слишком красивый и будет изменять. Ну, вот как-то так мне идет. Какие-то комплексы у вас, скорее всего, да, что он слишком красивый, о Господи, слишком красивый, это не может быть правда. Но это глупо, это неправильно, и вы тоже красавица. Господи, да его от вас током бьет. Конечно, вы для него и красавица, и суперкрасавица. Какая разница? Наоборот, порадуйтесь, что мужчина смазливый, в кои-то веке, да, симпатяшка попался. Зачем вам с обезьянкой жить? Либо с вороной? Зачем? Серьезно, вы прекрасная женщина, вы заслуживаете всего самого лучшего. Мужчина вообще мне идет как драгоценный камень. Уж не знаю, что это значит. Может быть, у него много талантов, может быть, он очень ценный мужчина, может быть, его ждет вот такое блестящее будущее, там, не знаю, чиновником станет, депутатом, не знаю, в правительство войдет, либо высокий ранг, чин, там, не знаю, в армии, в полиции. Вот блестящее будущее у кого-то. А у кого-то мужчина прям супер талантливый, и ну, талант его будет расцветать. Драгоценный камень, он мне идет. Бриллиант. Да, может быть, это тот самый бриллиант, который вам к лицу, да, и этот камень, он ваш, и все его таланты раскроются только лишь благодаря вам. Будете его там периодически током бить, и он и будет все таланты раскрывать. Девочки, значит, давайте договоримся так. Вы все разные, мужчины у вас тоже будут разные. Ангелы плохого мужчину к вам точно не приведут. Вот поверьте, да, так мир устроен, что вам с неба никто навредить не хочет. Навредить вам максимум хотят темные силы, ну вот, да, активируя ваших бывших, либо активируя у вас вот эти программы ревности и неуверенности в себе. Но с этим нужно и можно бороться. Доверьтесь ангелам, берите этого мужчину, а вот этих голубей забудьте. Вот хотите верьте, хотите нет. Если мужчина будет супер, там, не знаю, домашний, семейный, то вам очень быстро наскучит. Вы его сама потом куда-нибудь на свалку отвезете и скажете: лети, птица, лети, отстань от меня. То есть это вообще не ваш формат. Под ваш характер такой мужчина не подходит. Вы очень сильно будете от него уставать. Вам нужен яркий мужчина, который бы вас в тонусе держал, чтобы вы тоже старались, развивались. Да? Ну, раз у вас такой яркий мужчина, бриллиант, то и вы должны ему ничем не уступать. Понимаете? Между вами даже какое-то немножко соперничество должно быть, ну, в рамках приличного, для того, чтобы жизнь рутиной не стала, и для того, чтобы вы не скатились к расставанию. Вот. Доверьтесь ангелам. Мужчину замечательного ведут, бояться вам нечего. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.